Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». Меня зовут Мадина Албогачиева, и смотрите в сегодняшнем выпуске. Новое производство. В Ингушетии завершается строительство лесоперерабатывающего завода. Формирование конкурентной практики. В региональном антимонопольном ведомстве состоялся семинар. Изменения в работе бухгалтеров. О порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных региональных ведомств поговорим с гостем студии. Растим будущих бизнесменов. Клуб предпринимателей в Ингушском госуниверситете. Деловые новости. Узнаем, что интересного происходит в сфере экономики. В УФАС по Ингушетии состоялся семинар по формированию конкурентной практики в регионе. В рамках мероприятия обсудили вопросы, связанные с развитием конкуренции на региональных рынках товаров и услуг, поддержку малого бизнеса, рассмотрели механизмы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью различных организаций. Все подробности в сюжете Хавы Газиковой. Антимонопольная служба России ведет сбор и анализ практики по конкуренции с 2012 года в рамках реализации дорожной карты развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики. УФАС по республике подобную деятельность ведет впервые и публикует ее в белой и черной книгах. В таких книгах содержатся лучшие и худшие примеры влияния деятельности органов власти России и органов местного самоуправления на конкуренцию за минувший год. Поэтому федеральная служба и проводит семинар, чтобы они были в курсе и смогли задать интересующие их вопросы. В белую книгу непосредственно включаются только те примеры, которые региональная либо муниципальная власть сделали самостоятельно. То есть не выполняя поручения правительства, либо не выполняя какие-то федеральные целевые программы, а просто сами сделали вот что-то хорошее. То, что способствует развитию конкуренции и в конечном итоге развитию экономики республики. Примечательно, что белая и черная книги будут опубликованы на официальном сайте антимонопольной службы. Эти книги не что иное, как своеобразное пособие для региональных властей. С его помощью можно предупредить нарушение антимонопольного законодательства, научиться на чужих ошибках и, конечно, перенять положительный опыт соседних регионов. На семинаре присутствовали и бизнесмены. Хаваш Багаудин Плиев, к примеру, занимается предпринимательской деятельностью сравнительно недавно. Поэтому внимательно следит за всеми нововведениями, которые появляются в антимонопольной службе. Посещение семинара для меня важен тем, что я являюсь участником бизнес-сообщества РАС. Второе, мы планируем участие в госзакупках. И участвовать в партнерстве с государством, вести проекты. Уже некоторые вели, маленькие, конечно, и дабы изучить практику по России, чтобы не повторять чужих ошибок, послушать презентацию и задать напрямую вопрос руководителю УФАСа. Проводить оценку деятельности будут по таким направлениям, как институты для бизнеса, поддержка малого бизнеса, инфраструктура и ресурсы. В принципе, черная и белая книга, она ведется с 2012 года и зарекомендовал себя достаточно хорошо. Об этом говорит и то, что в данной книге ежегодно заслушивается в правительстве Российской Федерации, это все обсуждается. Пока по данным центрального аппарата службы лучшие показатели у таких республик, как Адыгея, Хакасия и Кабардино-Балкария. А вот как покажет себя Ингушетия, узнаем в 2021 году. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Ингушетии реализуется крупный инвестиционный проект в сфере лесозаготовки и переработки древесины. В селении Мужичи завершается строительство лесоперерабатывающего комбината. Его планируют запустить до конца 2020 года. Все подробности у Зелимхана Калоева. На окраине селения Мужичи на площади в 1 гектар расположились 3 ангара, 2 котельные, гараж и административное здание самого крупного производственного предприятия в поселении. Оно обеспечит жителям 50 рабочих мест. Принцип работы комплекса простой, без вреда для экологии. Древесину будут брать с арендованных земель, а на ее место высаживать молодняк. Процесс начнется с распиловочного цеха для калибровки дерева на заготовку. Дальше незаконченную продукцию переводят на длительный срок в сушильный аппарат. Время пребывания будет зависеть от толщины породы. После выдержки леса оно готово к использованию. Последняя точка пребывания – это 2 цеха – мебельных заготовок и поддонов. Этот цех называется цех по изготовлению мебельных заготовок. Тут завезли, после завершения строительства, тут не все завершено, правда,
Завезли вот эти станки, поставили, установили, пока они не подключены еще. Безотходное производство газа на территории завода нет и не будет. Две котельные могут работать на опилках. Это сократит потери при производстве товара в дальнейшем и хорошо скажется на цене. Но это все в будущем, пока идет строительство. Ангары были возведены из сэндвич-панели, котельные из бетона и блока. Осталось совсем немного до завершения. Благоустройство чакахества, коммуникация жетха кездік здесь и сая сушильный камеры жетха собрать конструкторы жер. Ташин бехтада дали архада до Нового года етха по проекту сдачи. Ну ташибух талх дал к концу октября штрафет. Основная бригада сейчас занимается сборкой одной из самых важных конструкций – китайской сушилки. Шестибоксовый сушильный комплекс конструктор собирают 8 человек. Здание состоит из алюминиевого корпуса и нержавеющей стали, которые при высоких температурах и окислении древесного сока не подвергнутся коррозии. Дарит хуже, исходя из его соображений, говорит, аша тига, ваш тоже вахт, ваш тига, я у продукции нормально, вахт, хиль гавет, хуже ваш тоже, аргон сварки, ваш сварки, надеюсь, хадуква. Проектная мощность нового предприятия – 5000 кубометров готовой продукции в год. Товар будет глубокой переработки. Компания планирует создавать кооперативы с малыми предприятиями для совместной работы, что обеспечит мелким пилорамам крупный оборот продукции. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Ну что ж, друзья, наша программа продолжается, и сейчас мы будем говорить об изменениях в работе бухгалтеров. В гостях у нас сегодня Фатима Богатырева, главный бухгалтер Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы России. Здравствуйте, Фатима. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, какие глобальные задачи проекта по централизации бухгалтерского учета вы видите? Ну, в первую очередь хочется верить, что централизация – это не метод сокращения численности бухгалтеров, а освобождение их от рутинной работы. Это процесс достаточно трудоемкий, требующий вложения средств, времени, дополнительного привлечения кадров. И он может быть отражением общего единого подхода. Это будет единая бухгалтерия, единая касса, единый бюджет. То есть проведение прозрачности бухгалтерского учета, подведение к прозрачности, к антикоррупционной какой-то составляющей. А что изменилось сейчас? В период СССР был опыт централизованной бухгалтерии. Тогда в пределах района, города, в дошкольных учреждениях, школьных, социальных учреждениях была централизованная бухгалтерия, типовые операции, типичный подход был к бухгалтерскому учету. Но с начала 90-х годов ситуация изменилась. Управленческий учет перешел к самим руководителям, финансово-хозяйственная деятельность, принимались решения самим руководителям, бухгалтерия стала более разнообразной, нетипичной уже, не единой. Ну, в принципе, вот такие изменения были. И на данном этапе важнейшей задачей видится единение опять бухгалтерского учета, приведение к ее какому-то типовой форме. А вот, то есть функции передаются в казначейство, тогда квалифицированные специалисты не потеряют свои места? Вот вы сказали, не потеряют. Ну, я сама бухгалтер с практически 10-летним стажем, в антимонопольных органах я работаю уже давно. И беспокойство коллег, и мое беспокойство, в принципе, обосновано. Но правительство, казначейство обещают нам, что мы не потеряем свои места. Но даже если подумать логически, в любом случае руководитель должен подписывать, отвечать за эту отчетность. Либо ему самому надо вникать в законодательство, в бухгалтерский учет, в изменения происходящие, либо это надо доверить опытному человеку, либо положиться на работников централизованной бухгалтерии и верить тому, что предоставляют они. И я думаю, вариант более оптимальный будет, если свой бухгалтер будет полностью проверять, выравнивать, исправлять ошибки, если они есть, и только после этого предоставлять руководителю. То есть, в принципе, работа бухгалтера, она остается. Просто какие-то рутинные процессы, они передаются
отвечать и должны уже руководить так, как должен отвечать руководитель, то бухгалтер нужен будет руководитель. Фатима Мухарбековна, а в какие сроки должна быть проделана эта работа? Но, как говорит Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства, 2021 год – это станет последний этап передачи бухгалтерского учета в централизованную бухгалтерию в казначейство. И с 2022 года уже они будут полностью вести. Поэтому мы с 2021, с января месяца передаем полностью, и наш тернистый путь, так сказать, только начинается. Но мы уже начали работу по передаче. Они предоставили нам карту контроля, в которой мы отразили полностью весь наш бухгалтерский учет, нашу штатную структуру, численность, наши какие-то кадровые моменты. Они сейчас проводят анализ, то есть они уже в курсе того, что творится у нас, грубо говоря, в управлении. В ноябре-октябре мы планируем, будет миграция уже бухгалтерской программы, будет облачная система, в которой доступ будем иметь и мы, и они. То есть они будут проводить какие-то операции, мы будем их проверять, контролировать, исправлять, если надо, и утверждать, если они будут правильные. В завершении нашего интервью, Фатима Мухарбековна, хотелось бы услышать ваши пожелания коллегам в связи с этим новым законом. В первую очередь я хочу пожелать им стойкости и терпения, потому что нас ожидают нелегкие времена, долгий тернистый путь, но я надеюсь, он придет к светлому будущему. Успехов и сплоченности нам. Ну что ж, друзья, на этом наша программа не завершается. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. Университеты все чаще становятся трамплинами для молодых и амбициозных людей в открытии собственных бизнесов. Этот дух предпринимательства в колледжах и вузах относительно новое явление, но учитывая, какие компании открылись в чьи-то студенческие годы, Facebook, Snapchat и другие, он принимает вполне осязаемые и финансово выгодные формы. Сами университеты стремятся развивать новые идеи, поэтому предлагают бесплатные курсы, организовывают инкубаторы, бизнес-акселераторы и другие программы наставничества. В Ингушском госуниверситете уже на протяжении 3 лет действует клуб предпринимателей. О его работе в нашем следующем сюжете. Уже со студенческой скамьи у этих ребят есть реальная возможность стать предпринимателями. У всех находящихся в этой аудитории одна цель – вести собственное дело, а не работать на кого-то. Получая высшее образование по различным направлениям, ребята благодаря этому клубу получают бесценные знания ведения бизнеса. Я создала этот клуб в связи с тем, что есть острая необходимость в том, чтобы популяризировать среди молодежи предпринимательскую деятельность. То есть показать им, что у нас в республике есть возможности не трудоустроиться не только на какую-то госслужбу, а стать предпринимателем, реализовать себя вот в этой сфере и тем самым дать возможность и другим трудоустроиться, потому что предпринимательская деятельность чревата тем, что она включает в себя других людей, занимает их. То есть это дополнительные вакансии и трудоустройство. Преимущество данного клуба в том, что в распоряжение студентов попадают огромные ресурсы. Это не только библиотеки, доступ к профильным организациям, но и консультации профессоров, а также успешных предпринимателей, которых нередко приглашает Фатима на занятия. Действующие предприниматели делятся своими знаниями и опытом с будущими бизнесменами, хотя среди присутствующих есть и те, кто смог реализовать свой проект и уже стал предпринимателем. Я начал с Мухаммадом реализовывать проект. Это был проект этого страйкбольного клуба «Игл», который мы успешно запустили, но просто столкнулись с рядом небольших проблем, которые мы хотим решить в рамках этого клуба. Раз в неделю проходит заседание клуба, на котором выдвигаются различные идеи и коллективно обсуждаются способы их реализации, а также слабые и сильные стороны проекта. Наставник ребят и организатор клуба Фатима Мальсагова предлагает высказаться всем, ведь у каждого свое видение, и, возможно, именно оно применимо к озвученному проекту. Ребята собираются, встречаются за круглым столом, обсуждают, дискуссируют разные темы, генерируют идеи, они думают над разработками своих проектов, бизнес-проектов. Мы обсуждаем и анализируем разные их бизнес-предложения, бизнес-идеи. Также разбираем бизнес-кейсы, реальные бизнес-кейсы. У нас поступают различного рода заявки по разбору бизнес-кейсов. В этом клубе
весьма часто собираемся и обсуждаем различные проекты, которые каждому пришли в голову. То есть не важно, какой это проект, какой направленности, мы разрабатываем эти проекты, каждый для себя. То есть каждый не хочет работать на кого-то, и хочет сам быть предпринимателем и что-то зарабатывать для себя и для своей семьи, грубо говоря, да. И, это уже, именно этот клуб – это развитие кругозора. Пока ребята молоды и полны энтузиазма и свежих идей, у них есть все возможности стать успешными предпринимателями, а данный клуб способствует раскрытию потенциала и развитию предпринимательского мышления у студентов. Пришло время новостей. Ингушетия получит более 504 миллионов рублей на выравнивание бюджета, передает РБК. Правительство России выделило свыше 504 миллионов рублей из резервного фонда на предоставление Ингушетии дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что средства выделяются в рамках подпрограммы выравнивания финансовых возможностей субъектов России и местных бюджетов государственной программы страны, развития федеральных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. В распоряжении также указано, что Минфин России должен будет представить доклад о целевом и эффективном использовании предоставленных средств до 1 февраля 2021 года. В Ингушетии промпроизводство в январе-августе 2020 года выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РБК со ссылкой на материалы Северокавказстата. По данным статслужбы, за указанный период добыча полезных ископаемых снизилась почти на 10%. В обрабатывающей промышленности производство уменьшилось на 16%. Производство электрической энергии, газа и пара, кондиционирование воздуха в январе-августе выросло на 44%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации, сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 0,8%. Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января-августа 2020 года наблюдалось в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Рост почти на 21,5%. Как сообщал РБК «Кавказ», в Ингушетии промпроизводство в январе-июле текущего года выросло почти на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Северокавказском федеральном округе в январе-июне 2020 года промпроизводство увеличилось на 6%. К другим новостям. Рост тарифов на электроэнергию для населения в России в 2021-2023 годах составит 5% ежегодно. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, подготовленного Минэкономразвития. Документ опубликован на сайте ведомства, передает газета «Известия». Вместе с тем, тарифы на электроэнергию промышленных потребителей, согласно прогнозу Министерства, в 2021-2023 годах будут ежегодно индексироваться, как и в предыдущие годы, то есть на 3%. Индексация будет проводиться каждый год в июле. Ведомство также спрогнозировало снижение потребления электроэнергии в России по итогам 2020 года на 3,5%. Основными факторами, повлиявшими на это, Минэк называет теплую зиму и пандемию коронавируса. Вместе с этим ожидается, что в среднесрочном периоде объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики. Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России с августа текущего года повысились на 35% и 22% до 30-34 тысяч и 71 тысячи рублей за тонну соответственно. Об этом сообщает газета «Ру». Аналитики утверждают, что это связано с падением рубля, активной торговлей на мировых рынках растительных масел и негативными прогнозами нового урожая подсолнечника. По мнению экспертов, цены на российское масло в мире резко растут. В связи с этим крупные импортеры могут выбрать других поставщиков. Так, ряд специалистов считают, что цены достигли максимума и начинается откат, но на рынке рассчитывают на продолжение роста. Средняя стоимость подсолнечника к концу сентября выросла на 1500 рублей до 30 тысяч рублей за тонну. Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тысячи рублей, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года. С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло на 20%.
Минстрой России разработал законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве в форме публично-правовой компании. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает информационное агентство ТАСС. Предполагается, что органами управления единого госзаказчика станут наблюдательный совет, правление и генеральный директор. Председатель и члены наблюдательного совета будут назначаться правительством России на 3 года. В состав Напсовета войдут вице-премьер, руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и генеральный директор. Гендиректор будет назначаться на 3 года в порядке, определяемом правительством России. Согласно законопроекту, единый государственный заказчик будет заниматься архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, сохранением объектов культурного наследия. Компания также будет иметь право инвестировать временно свободные средства и выпускать облигации. Как отмечается в документе, единый госзаказчик не может быть признан несостоятельным, то есть банкротом. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому Минстрой России будет контролировать строительство объектов с использованием бюджетных средств. В конце августа в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина ТАСС сообщали, что Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев. Минстрой уже передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава России. Планируется, что единый госзаказчик в сфере строительства в ближайшие 3 года получит 300 миллиардов рублей на реализацию проектов. Выплаты, которые были введены на поддержание безработных россиян с детьми в период пандемии коронавируса, предложили продлить на бессрочной основе. Предложение поступило от Федерации независимых профсоюзов России, передает информационное агентство Prime. Соответствующая мера в случае успешного преодоления коронавирусного кризиса может стать основой концепции гарантированного дохода для малоимущих граждан в России. Речь идет о выплатах по 3000 рублей на каждого ребенка, которые будут начисляться поверх пособия по безработице. Во многих странах уже проводятся эксперименты по введению гарантированного базового дохода. Соответствующая мера объясняется тем, что в современных условиях постоянно растет уровень роботизации. В будущем искусственный интеллект может стать причиной, по которой множество людей могут остаться без работы. Друзья, на этом наш выпуск «Экономика и мы» завершен. Всего доброго, до встречи!